Здравствуйте, уважаемые участники и жюри конференции. Меня зовут Шаймардан Алмаз, я ученик 10 класса профильной школы КАЗМУ имени Аль-Фараби. Сегодня хочу вам предоставить свою научно-исследовательскую работу на тему тенденций в области предпринимательства после пандемии COVID-19. Цель моего исследования заключается в том, чтобы выяснить, как будет выглядеть будущее предпринимательства. Как вам всем известно, вспышку коронавирусной инфекции ВОЗ объявил к пандемии. И это коснулось и предпринимателей, и всего мира. Пандемия вызвала изменения в бизнес-среде, которые определили тенденцию, направленную на формирование нового предпринимательства. Знание этих тенденций помогут предпринимателям четко планировать свои цели и стратегии, противостоять рыночной конкуренции, чтобы иметь конкурентные преимущества, понимать, чего ждать в будущем и как улучшить свой бизнес. Поиск новых рыночных возможностей – это значение предпринимательского тенденции, играющей важную роль в организации, потому что все формирующиеся тенденции ведут к созданию новых возможностей и должны быть капитализированы для достижения лучших результатов. Каковы новые технологии необходимы нам всем? Каковы же новые потребности потребителей в контексте происходящих изменений? Как именно будет необходимо строить коммуникации? Каким образом будет происходить найм работников? И как же будут создаваться новые продукты? Зная основные актуальные направления в бизнесе, вы, предприниматели, сможете принимать правильные решения в поиске этих новых рыночных возможностей. Учитывая контекст пандемии коронавируса, я решил выяснить, каким будет предпринимательство будущего, по каким направлениям пойдут предприниматели, каким же образом пойдут осуществляться развитие и инновации. Для этого мы провели опрос среди предпринимателей о тенденциях, которые будут прослеживаться в сфере предпринимательства. В вопросе был только один вопрос. Каковы, по вашему мнению, будут будущие тенденции в области предпринимательства после пандемии коронавируса? Опрос проводился с 20 января по 15 февраля 2022 года. Среди предпринимателей, таких мужчин, так и женщин, всего 67 человек. Находящиеся респондентов для данного исследования осуществляется по методу снежного кома, то есть от одного к другому человеку. Как вы видите в этой диаграмме, тенденции в области предпринимательства после пандемии COVID-19, фрилансинг и онлайн-предпринимательство имеют доминирующие 22%. После идет глобализация бизнеса, бизнес-школа, онлайн-работа, travelpreneur и бизнес с применением робототехники. Как я говорил, 22% респондентов, указывающихся на фрилансинг, отметили, что все больше и больше предпринимателей обращаются и будут продолжать обращаться к аутсорсингу, после они будут сокращать свои расходы по персоналу. После уже идет онлайн-предпринимательство 22%, и они были отмечены в основном интернет-магазинами. По поводу глобализации бизнеса, вот здесь только 14%. Респонденты указали, что теперь предприниматели смогут вести свой бизнес по всему миру и работать с международными компаниями. Также респонденты отметили, что предпринимательство нуждается в новых знаниях, и навыках и способностях. Поэтому бизнес-школы очень актуальны и достигли 13%. 12% респондентов указали на то, что организация будет предоставлять своим сотрудникам возможность работать непосредственно по дому, что позволит удобнее работать в компании. Travelpreneur 10% – это независимый участок, в котором возможность человека работать в любой точке мира по онлайн-магазину. И последнее – это бизнес с применением робототехники. Бизнес с применением робототехники достигла 7%, но это не значит, что она будет самым худшим среди других. Она только развивается, и в будущем применение робототехники в бизнесе будет только расширяться по возможности человечества. Заключение по полученным данным в результате проведенного моими исследованиями можно сделать следующие выводы. Бизнес-тенденция заключается в переходе в сферу электронной коммерции, что может означать глобализацию бизнеса во всем мире. А вот усиление тенденции развития фрилансинга обеспечило нас. Высокая востребованность бизнес-школ достигла 12-13%, а вот переход на онлайн-формат работы является одним из самых хороших методов. Итог таков. Выявление в настоящее исследование тенденций помогут предпринимателям адаптироваться к постоянно меняющим условиям бизнеса и послужит подспорьем в отношении новых тенденций к успешной предпринимательской деятельности. Благодарю за то, что вы посмотрели мое видео. До свидания.